войск в республике отдан приказ выдвинуться в места столкновений между осетинами и ингушами. Ожесточенные бои между ними развернулись в субботу вблизи Владикавказа, в пригородном районе. До 40-х годов часть этих земель принадлежала ингушам, и они давно добиваются их возвращения. Далеких от Москвы и горячих регионов. Однако в каждом очаге конфликта в той или иной степени, а иногда и напрямую, затрагиваются интересы российского государства. И поэтому подробнее об этих и других событиях. 1 октября 1992 года на территории пригородного района Северной Осетии проживало 65% ингушей. Закона о реабилитации репрессированных народов, предусматривающего территориальную реабилитацию, они ждали 47 лет, со времени депортации из этих мест. 26 апреля 1991 года закон был принят. За неделю до этой даты руководство Северной Осетии ввело чрезвычайное положение в пригородном районе. В режиме чрезвычайного положения пригородный район живет уже второй год. В конце 90-го года было объявлено о формировании осетинских отрядов народного ополчения и их вооружении. В конце 91-го года была создана 5000-я национальная гвардия Северной Осетии, которой было передано 60 тысяч стволов нарезного оружия, 20 БМП и танков из Владикавказского гарнизона. 4 июня ингуши дождались принятия закона об Ингушской республике в составе России, учитывающего территориальную реабилитацию. Ингуши, жившие в пригородном районе, праздновали рождение Ингушской республики в заблокированных войсками спецназа населенных пунктах в условиях комендантского часа. Об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. За 5 месяцев со дня принятия закона не было создано властных и законодательных структур Ингушской республики. Мораторий на передел границ, наложенный указом президента России сразу после принятия закона, парализовал работу по проведению выборов в парламент республики. Глава Временной администрации генерал Ермаков не мог определить, на какой территории проводить предвыборную кампанию. 26 октября этого года в Верховном Совете России намечалось рассмотрение вопроса об ускорении определения границ Ингушетии. 20 октября в пригородном районе БТР осетинской милиции задавил 12-летнюю ингушскую девочку. В эти же дни на территории Северной Осетии погибло несколько ингушей. Трагические события продолжали развиваться. Произошел ряд вооруженных столкновений в местах компактного проживания ингушей с работниками органов внутренних дел и Министерства безопасности Северной Осетии. В этих населенных пунктах были возведены баррикады. 23-24 октября сформировался Ингушский координационный совет пригородного района. Руководство Северной Осетии расценило создание этого органа как посягательство на законную власть республики. Переговоры Координационного совета, представители администрации из Назрани и руководство Северной Осетии не предотвратили взрыва. Митинг ингушей в их центре Назрани перерос в стихийный вооруженный поход в пригородный район. Руководство Северной Осетии расценило события 31 октября как прямую агрессию против республики. Мы вскормили на груди республики змею, жало которой ранило нас больнее всего. Кто мог предположить, что граждане республики ингушской национальности, жившие и работавшие рядом с нами, пользовавшиеся всеми благами республики, нанесут нам удар в спину. Поэтому фактически нам с первых же дней пришлось воевать на два фронта, отражать внешнюю агрессию и бороться с внутренним врагом. Благодаря героическим действиям народного ополчения, в состав которого вошли казаки, республиканской гвардии, подразделения МВД, ОМОНа, добровольцев из Южной Осетии, мы смогли отстоять честь и независимость нашей республики. Ахшарбек Галазов запросил помощи у Москвы. Вслед за введением в пригородный район российских внутренних войск и формированием ВДВ вступил в силу указ президента о чрезвычайном положении, дающий право войскам вести огонь на поражение огневых точек. И это право было использовано. Назначенный главой Временной администрации Ингушетии и Северной Осетии вице-премьер Георгий Хижа во время пребывания в районе конфликта ни разу не был в центре Ингушетии Назрани. Координация боевых действий велась из Владикавказа совместно с руководством Северной Осетии.
Вне закона фактически оказалось не только вооруженные ингуши, но и мирное население ингушской национальности, граждане Северной Осетии. Куда их пропускают? У нас проблема не решается. Чтобы мы заехали, трупы забрали свои. Сегодня, вот сейчас туда ехать, нецелесообразно, понимаете? Мы таким же образом запустили Осетию. Завтра таким же порядком пропускаем вас. Забирайте все свои вещи, все, что необходимо. В 10 часов здесь выстраиваетесь колонны. Люди не поняли. В смысле, туда забираете вещи? Нет, туда пропускаем людей с машинами. Можете забрать вещи свои там вывезти, может быть, скот или так далее. А эти люди там Пути назад. Я хоть женщина маленького вопроса задам. А почему со своей собственной дома я возьму вещи? Я останусь в свой дом. Вот так. И завтра пойду и буду сидеть в свой дом. 3 дня подряд мы приезжали на Керменский пост. 3 дня пытались проехать в пригородный район. Нас не пускали. На вопрос «почему?» отвечали «нельзя, не положено, опасно». Дальше не распространялись. Это не входит в компетенцию коменданта района. На вопросы людей, которые когда-то проживали в пригородном районе, вообще не отвечали, а вопросов сотни. Почему люди не могут вернуться в свои дома? Почему, кроме миротворческих сил, в пригородном районе продолжают находиться вооруженные люди, называющие себя силами самообороны Северной Осетии? Почему держат под арестом ингушей? Почему нельзя забрать и похоронить тела погибших? Почему не работают следственные органы? Почему в Назрань не приезжает хижа? Будет ли компенсация за нанесенный ущерб? Почему русские солдаты стреляли в мирных людей? И вообще, кому задать все эти вопросы? Солдаты входили в населенный пункт, выполняли поставленную задачу, после чего ведь предусмотрено чрезвычайным положением, что должен быть установлен комендантский час, какая-то комендатура, какое-то патрулирование, совместное, несовместное. То есть обеспечить элементарную жизнь людей, тех, кто остался живыми. Порядок. Этого ничего не сделано. Вот сейчас мы ставим вопрос как. И целиком и полностью поддерживаем ингушскую сторону в каком вопросе? Очень много беженцев. Тысячи, если не десятки тысяч. Безусловно, сегодня так, как ставит вопрос эта осетинская сторона, что заберите их в Назрань или куда-то еще, мы считаем это вообще исключен. Беженцы и заложники должны возвращаться к своему месту жительства. По последним данным, на территории пригородного района было прописано около 50 тысяч ингушей. О точном количестве беженцев, прибывших на крохотную территорию Ингушетии, говорить невозможно. Вся работа по их приему и размещению ведется, по сути, на общественных началах. Это еще одно следствие отсутствия властных структур республики. Ясно одно. Речь идет о десятках тысяч людей, оставшихся без крова. Те, кто не смог выбраться из зоны конфликта, оказались в заложниках у сил самообороны Северной Осетии. О судьбах многих ничего не известно. Пропавших без вести на сегодняшний день числится более 17 тысяч человек. Живы ли они? Находятся ли в заложниках? Или погибли? Как узнать? Я жительница города Владикавказа. Прожила там 30 лет. Не знаю, вот за что у них эта стрельба. С этой и с той стороны ни к чему не прикосновенно. 3 детей у меня. Ворвались ко мне 8 вооруженных солдат. Силой, синяки еще на руках отняли у меня 4-годовалую дочь Светлану Гулиеву, и которой я не знаю сейчас ее судьбу. Увезли меня в подвал мединститута. Я просидела там 4 суток. Это делали народное ополчение Северной Осетии. Там не было российских солдат. Народное ополчение, вооруженные. Моя вся улица, где я проживала 30 лет, улица 8 марта, все жильцы нашего дома меня защищали, кричали криком, но не могли мне помочь пойти против 8 автоматов. Меня увезли силой. Неужели нет власти, людей, которые поможет этим несчастным людям? Граждане
Северной Осетии, желающие вступить в ополчение, могут записываться в райисполкомах по месту жительства, при себе иметь паспорт. В настоящее время ингушское население повсеместно оказывает вооруженное сопротивление законным требованиям властей. В целях пресечения... Мобилизация всего населения республики, всех сил и средств для создания рабочих отрядов содействия милиции. Впереди ночь. И здесь может такие действия развернуться, что трудно даже предсказывать. Ждем прилета командующего внутренними войсками и оказания соответствующей помощи не только со стороны внутренних войск, а со стороны вооруженных сил. Это единственное спасение для прекращения этого кровопролития. А сейчас, дорогие товарищи, у нас в студии вице-премьер правительства России Георгий Степанович Хижа и председатель Верховного Совета Северо-Осетинской ССР Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов. Я думаю, что российские власти, президент нашей республики в состоянии контролировать ситуацию и в состоянии заставить всех уважать закон, где бы он, так сказать, в каком уголке нашей страны не находился. Мы заставим уважать закон всех, кто сегодня с оружием в руках пытается его нарушать. Я прошу всех это учесть. Часть ингушского населения пригородного района спасалась от истребления, выходя в равнинную часть Ингушетии через горы. К ним присоединились жители горных аулов, оставшиеся накануне зимы без продовольствия. Женщины, дети, старики преодолевали многокилометровый путь пешком. Часть пути представляла туристская тропа над пропастью шириной в 60 сантиметров и длиной в 21 километр. Мы здесь стоим уже 6 дней. Сколько детей приблизительно прошло за это время? Ну, по-моему, около 1000 точно прошли. Мы так не считали. Какого возраста? Возраст, мы сюда забираем детей до 3 лет. Как они себя чувствуют? 50% уже больные дети. 50%. Были случаи гибели? Случаи гибели здесь не было, но до нас было 4 случая. Нам передали так.
все же самое страшное — это не горные тропы. Когда перестают действовать законы, в силу вступают старинные обычаи. Один из таких обычаев – кровная месть. О Боже, упаси, если это на этом останется. О Боже, я еще раз прошу. Я не хочу, вы знаете, наше мнение, духовенство мое. Я никогда не был сторонником, что безвинные люди страдали. Будем стараться терять людей, чтобы дальше вот это не допустить. Но сегодня кощунственное заявление Галазова, что вопрос прыготы, вы, наверное, слышали, раз и навсегда решен. Ни одна ингушская душа больше на эту территорию не ступит. Ну, я не знаю, но они, наверное, так этот выход видят. Дай Бог, чтобы мы сумели сдержать людей. Наша совесть, мне кажется, нечиста перед ребятами, тех, которых мы сегодня хороним, за то, что лично я умолял их, отойдите. Сейчас подошли российские войска, они будут наказывать и наших, и с осетинской стороны. Они будут обезоруживать и наши, и ихних. Мы отошли. После того, как нашего отхода, после того, как российские войска стали, вот это добивание, сжигание, мародерство, поджигание домов, взрывы домов, все это только после этого началось. Ад настоящий начался именно с этого момента. Я выезжаю сейчас в Москву, я буду встречаться со всеми, значит, посольствами, буду обращаться, значит, на имя руководителей, то есть на имя руководителей духовенства христианских религий, всех религий мира. У меня только одно слово. Россия нас предала, Ельцин нас предал. Люди, которые не имеют своего ОМОНа, гвардейцев, которые мы говорили, у нас есть армия, это российская армия, наш парламент, российский парламент, наш президент, это Ельцин. Вы знаете, что мы имеем? Ни парламента, ни властных структур, ни ОМОНа, ничего. Сегодня просто нас предали. Скажите, навсегда испортились отношения между ингушами и Россией? Как вы считаете? Дай Бог, чтобы не навсегда. Катиев Михаил Ахмедович, прибывший из Тулзы, бывший дорожник. Просьба подойти к киоску «Союз Печать». Катиев Михаил Ахмедович, подойдите к киоску «Союз Печать». Ильянов Борис, Ильянов Ахмед, жена Мавка, двое девочек и мать Фаржет, знающих что-либо о местонахождении, просим подойти к ЗАГСу. Их ждет племянник. Гамботова Зарина, вас ожидают напротив райисполкома. Беженцы, оставшиеся без родственников. Кому некуда идти, просим подойти к ЗАГСу. Спросить Амирова Курейша Керембековича. Мерзоева Пудов, Томова Насхан, Аусова Аза Асхабовна, Деберда, Гасиева Лиза Хаджибекаровна, Победа, Сунгоева Родинхан, Деберда, Аллахова Родинхан, Деберда, Гасиева Лиза. Вчера. Увозите нас первыми. Не те, которые здесь находятся под охраной российских солдат, а те, которые сидят в селении Сужа, в ферме, везде. Они же укрывают их. Ну, в конце концов, сколько можно об этом говорить? Но
Короче говоря, пока не привезут из Сумши всех людей, я ни одного отсюда не отдам. Я готов сейчас принять любую делегацию, пустить осетин туда, пусть они говорят, было ли в отношении одного человека какое-либо нарушение. Пожалуйста, и благополучно доставлю их туда. И объявите им всем это там. А Сахилову скажите, чтобы это кончилось все. Вот так. Самые страшные дни 1, 2, 3, 4 ноября ингушети и ингуши чувствовали себя в полном вакууме. Даже представитель президента, народные депутаты чувствовали себя бессильными остановить кровопролитие, добиться того, чтобы закон опять заработал. Если сейчас Россия не примет, я считаю, самое мудрое решение в этой ситуации, не объявит пригородный район федеральный, не объявит федеральное правление или президентское правление в этом районе, здесь будет очень нестабильная ситуация. Российские войска сейчас выполняют какой-то долг. Здесь в пригородном районе. Если бы они выполняли долг, мы выполняли долг каким образом? Если бы они стали между двумя воюющими сторонами, я понял бы, что это долг. Это был бы святой долг, развести воюющие стороны. Но когда танки в упор отстреливают мирные села, такого не было. Мне в Афганистане за то, что если бы я танками стрелял по кишлагам, то я бы получил бы самые серьезные, вплоть до отстранения должности, предания суду военного трибунала. Во всем вина, вот я вам скажу, как человек военный, командира, если в твоей части, или отца, родителей, если в семье бардак, то виноват отец с матерью. Поэтому надо было только вышли первые симптомы. Не высылать хижу, который командует промышленностью, а высылать там мощную группу, или вице-президента, или людей, которые умеют разлаживать, а не прислать человека, который командовал военно-промышленным комплексом, и разбираться с людьми. Ну, были бы убиты 10 человек, но не тысячи. Тогда надо было гасить. А у нас такое отношение. Где-то что-то случилось, езжай, разберись и так далее. Мол, это маленький интерес, у нас есть более какие-то стратегические интересы и так далее. Я понимаю, там с Прибалтикой нужно говорить аккуратно, с ними можно садиться, потому что Прибалтика это Запад. А это что? Это дикий Кавказ. С ним можно там хижу послать, а пусть он разбирается с ним. Ему говоришь, вот, что бьют танки. Руководство вооруженных сил, говоришь, Савин, танки ваши бьют по мирным селам. Нет, наши стреляют. Ну как? Как еще объяснить? Я лично разбирался с этим случаем, когда они нарисовали мнимого противника, что с ингушской стороны 15 бронеобъектов развернулись и атакуют танковый взвод. Ну, во-первых, 15 бронеобъектов у ингушской стороны вообще нет. И когда мы разобрались, начали танки палить по этому мнимому противнику. И посмотрите, вся дорога была усеяна разбитыми машинами, тракторами и так далее. Это обращение ингушского народа. Отдать солдата и офицер российской армии. Вот, народ мы не стреляем, мы вам говорим почитайте, сразу. Ну почитать вам можно, это вам не помешает. Возьмите, почитайте. Вы не стреляете, а за вами и идут стреляют. Вот за вами, вы очистили, да? Вот посмотрите, как все выгорят. Посмотрите, какие мародеры. А вы способствуете. А что вот это здесь? Обратитесь к командованию. Командованию. Извините, мы военные люди, мы выполняем приказ. Нет, извините. Нет, военные люди, мы военные люди, служили в армии, так же, как и... Но мы мирных людей никогда не стреляли. Мы не стреляли людей, мы вам еще раз говорим. Вы не стреляли, а сзади вас идут, вы способствуете стрелять. История это еще осудит вас. У нас же нету пушек. Откуда у нас оружия? Нету орудия, нету. Оружия, может, допускать такие случаи надо тоже. Ну, все, автоматы могут быть, с ружья могут быть, но хоть одну машину, если найдешь, ты можешь мне прямо сказать, Муса, ты не тот человек. Или прям плюнуть можешь мне в лицо. Если одну машину найдешь, одну, не говоря о других. Слышь, если хочешь, проедем. Это самое грозное ингушское бандформирование, которое мы увидели на границе Северной Осетии и Ингушетии. Кто знает, может действительно в лесах зарыты танки и БТРы, гаубицы и зенитки. Мы их не видели. Наверное, нужна инспекция, чтобы выяснить это.
Раньше вот это было две столицы. Столица Ингушетии была, столица Осетии была. В середине это разделяла речка. Вот это, и река разделяла. А как нас выселили, они заселились в наших домах. И вот с тех пор живут в наших домах. Вот мы требуем. Вот не отдают. Ребята, а что вы здесь копаете? Ну как? Для обороны копаем. Окопы? Да. А когда уходить? Вы надолго здесь? Да нет, может завтра уйдем. Главное, чтобы мир был. Надоело уже все это. Россия не забыла своих верных сынов, осетинов, которые верой и правдой служили ей долгие годы. И уже сегодня воздушные десантники начнут во взаимодействии вместе с войсками Министерства внутренних дел России, Министерства внутренних дел Северной Осетии, начнут боевые действия. С каждым часом, вот и должен отметить это, что это сопротивление и давление на агрессора будет нарастать. И пользуясь тем, что мне вот предоставлена такая возможность выступить по телевидению перед народом Осетии, в которой я действительно приобрел очень много друзей, верных друзей, видимо, таких, как и могут быть осетины, я хочу предупредить всех остальных, которые могут попасть в зону боевых действий. Сегодня, завтра, если будет и послезавтра. Потому что я не думаю, что мы долго будем здесь вычищать тех, кто хочет или и нарушает мирный труд осетин. Я считаю, что и не только осетин, а это всех людей, которые живут на территории Осетии. Я хочу их предупредить, чтобы они ушли с этой территории. Мы здесь жили, будем жить. Мирное население. Здесь наши дома, все наше, что мы своим горбом наживали столько лет. Почему мы должны все это бросить и уехать? Это что? 44-й год, это опять геноцид над нами. Но почему? Мы же такая же нация, как осетины. Неужели мы хуже, чем кударцы, которые в наши дома в городе заселились? Чем мы провинились перед правительством? Наконец. Держи. Когда уедет, людей не теряй. Все, пора.
Никакой ничего мне никому вред не сделали. Веселялись, жили, освободили приют. Тогда не надо бы нас освободить. А какой это нас освободили? В тюрьме и тюрьме. Это не свобода. Разве это свобода? Я его не читаю ни один раз, это свобода. Не вернулась бы, хотя бы они нас вот так оставили, как веселяли, мы бы 100 раз уже забыли бы все и жили. Теперь ни там, ни тут. Никому мы не нужны. Что, мы с ними упали, что ли? Почему вот так нам они делают? Даже обидно это, Оля. Мне очень это обидно. Надеялись на Россию, как на Бога. Вот верно. Мы помним тот день, когда был принят закон об Ингушской республике. Его принятия добивались ингуши, русские, балкарцы. К Ельцину обращался патриарх всея Руси, академик Лихачев. Мы помним этот закон. Мы помним другие законы, принятые за последние годы. Кто-то с усмешкой назовет их демократическими, видя в них причины всех бед, требуя их отмены. А может, причина только в том, что законы не выполняются, и о них остаются лишь воспоминания.